Практическое занятие по пчеловодству непременно начинается с инструктажа. Новичкам объясняют, что делать можно, а чего нельзя, чтобы не быть ужаленным пчелами. Перед тем, как зайти на пасеку, необходимо соблюсти несколько простых условий. Первое – надеть защитный костюм. Затем убрать все блестящие предметы и не делать резких движений, чтобы не раздражать насекомых. Мы должны в литок пустить 1-2 струи дыма для того, чтобы пчела успокоилась. Это дым из тлеющей гнилой березы. Она дольше горит и источает более приятный аромат. Действовать пасечнику необходимо максимально аккуратно. Важно не повредить рамки и не дать пчелам разлететься. Достаем рамку с пчелами и переносим в основной улей. Заняться пчеловодством всерьез решил фермер Виталий Казанцев. До этого разводил животных и птиц. Теперь планирует поставить свою пасеку. В этом ему помогают дети Сережа и Лиза. Впрочем, у юных сладкоежек своя мотивация. Панца дает и мед. Мед вкусный? Да. Тоже целыми днями смотрят за место мультиков, видеокурс сами. Никто их не заставляет. Перспективы отрасли в Якутии хорошие, говорят энтузиасты. Сегодня уже закуплено 20 семей насекомых. В ближайшее время, как только привезут все оборудование, их переселят в специальные ульи. На первых порах наблюдать за ними будут вместе с более опытными коллегами из Татарстана. Мы настроены держать, так знаете, по всей методике, с научным подходом. И я думаю, у нас получится. Вот, и погода позволяет пчеле работать. Перед отправкой в Сибирь пчелы прошли тщательный отбор. Было решено испытать среднерусских насекомых. Они наиболее приспособлены к сильным и продолжительным морозам. И если приживутся, можно будет говорить о выведении новой якутской породы, уверены пасечники. Дмитрий Макаров, Александр Князев. Вести. Якутск. Ну все, уже закончили.